Я могу себя включить, просто это будет жрать интернет и будет глючить немножко. О, Давайте так лучше. попробуем. Включай себя. Так, видно меня хотя бы чуть-чуть? Да, здрасте, вот. Home Office тоже. Так, хорошо. Все, я нажимаю тогда на запись. Так, поехали. Так, и здесь, сейчас здесь тоже, сейчас по новой запускаю. Так, поехали. Аслан, спасибо большое, во-первых, что вы нашли время, да. Сегодня случилось, на мой взгляд, нечто, да, то есть немецкий суд сказал, что это было заказное убийство, заказ которого исходит из Российской Федерации. Ожидали ли вы такого решения? Да, здравствуйте, Сурен. Спасибо, что предоставили такую возможность высказаться по этому поводу. И да, конечно же, мы ожидали. Я первые месяцы посещал суд, сам лично наблюдал за процессом и был уверен, что приговор будет именно такой, который вынес сегодня Высший суд Берлина. Чему безмерно рад и благодарен. Почему этот переговор особенно важен для чеченцев, живущих за границей? Ну, во-первых, это первый прецедентный случай, когда задержан офицер российских вооруженных сил или же специальных служб, да, который напрямую связан с российской властью, и это преступление сегодня судьей Высшего суда Берлина было названо политически мотивированным это преступление и актом государственного терроризма. И для нас, чеченцев, которых на протяжении уже 27 лет систематически убивают во всех концах земного шара, сегодня, когда это удалось именно, мне еще вдвойне приятно, что эту истину и первый вот этот прецедентный случай установил немецкий суд. Мы считаем, что это такая первая ласточка, после которого мы будем привлекать всех преступников, совершивших военные преступления, преступления против человечности, акт геноцида против чеченского народа и граждан Чеченской Республики Ичкерия. Для нас это исторический момент, я бы сказал. Скажите, а в чем разница, например, между расследованиями, вот насколько, как вы видите, вот те убийства, которые были в Австрии, да, и это убийство, да, то есть какова разница в расследовании в политическом значении? Можете сравнить? Ну, знаете, есть такой гауляйтер во временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия по имени Рамзан Кадыров, который является вешалкой для трупов для ФСБ администрации президента Российской Федерации. И всегда, каждый раз удавалось под разными предлогами, видами, фальсифицируя доказательства, представить, что это совершались преступления, вот эти убийства совершались Кадыровым. Сегодня же, и чаще всего, вот даже задержанные или подозреваемые, но не задержанные, получались люди чеченской национальности, к большому сожалению. Сейчас же этот человек русский, задержанный, является офицером, высшим офицером, по-моему, полковником. Его представил его родственник, рассказал его, о нем в суде родственник его. И в этом плане для нас это такое показательно, что вот прецедентно, что вот это преступление именно раскрывает истинных заказчиков не Рамзана Кадырова, который тоже является всего лишь звеном в этой цепочке, именно истинного заказчика. Это Владимир Путин и его банда. Последний вопрос, самый важный. Вот мы с вами жители Германии, да? Какой реакции мы с вами ждем от немецкого правительства, от европейского правительства на это событие? То есть это должна быть реакция Германии, это должна быть реакция Европы, это должны быть санкции, это должно быть давление. Что должно произойти, по вашему мнению? Но я считаю, что, конечно, несомненно,
это ухудшит отношения между Россией и Германией. Что будет принимать политики, особенно новые, которые сейчас пришли к власти, я не затрудняюсь сказать. Я надеюсь только лишь на то, что Вадим Красиков, по легенде Вадим Соколов, не будет выдан России, как это когда-то сделал Катар. Катар – это не Германия, конечно же, ну и там другое право, поэтому я очень надеюсь, что не выдадут. А какие будут действия со стороны политиков? Ну, я надеюсь, Европа, в частности Германия, сейчас правильно расставляет акценты, и новое правительство, я вот замечаю, что очень в правильном направлении начали двигаться и давать точную оценку действиям России и ее президента. Я надеюсь, что для нас все будет все лучше и лучше. Спасибо большое, я тогда останавливаю запись. Спасибо вам. Вот. Да, я, кстати, тоже очень прямо на самом деле рад тому, что Анна-Лена Бербок стала министром иностранных дел, да, из всех имеющихся, потому что она будет условно уравновешивать всю вот эту вот условно пророссийскую тусовку, как мне кажется. Да. Это вот мое такое мнение или надежда такая, что это так будет. Да, я надеюсь, что именно так и будет, потому что и не только, и вот Олаф тоже, он тоже парень, хоть такой политик, такой опытный политик, но человек принципов, и я надеюсь, что угроза та, которая сейчас нависает над Германией, она будет, ну, однозначно правильно оценена. Уже она правильно оценена. Там главное, нужно было правильно акценты расставить, и все, их уже расставили. Меня это уже более чем устраивает. Я думаю, все будет по накатанной идти, все больше и больше, и зачистка вот этой всей агентуры российской, которая работает на этот преступный террористический режим, я абсолютно убежден, будет. Мы надеемся, что хотя бы в Европе, сперва в Европе мы поставим, ну, все в рамках закона, все вернется. Хотя коррупционеры никуда не денутся, агенты со времен Штази никуда не денутся, но я будем надеяться, что они будут потихонечку выявляться, или же, как говорится на их языке, заползут под корягу. Хорошо. Главное, что мы с вами никуда не заползали. Спасибо большое, Аслан. Спасибо вам. Это надеюсь, не вырежете. Надеюсь, не вырежете. Нет, я в конце не записывал, я же выключил запись. Нет, я имею в виду вот то, что мы записывали. Как есть выпустите, Сурен. Это сегодня вечером выйдет. Ну, это как есть, без обрезаний. Нет, я вот последнее, то, что я не записывал. Да, последнее нет. Вот до этого я возьму, да, я капельку подрежу, но я не буду там ничего делать такого. В общем, Аслан, сегодня, правда, хороший день по плохому поводу, но правосудие... Восторжествовало, да? Все, спасибо. До свидания. До свидания. До встречи. Пока-пока.